Тайник с оружием обнаружен в Ингушетии. Национальный антитеррористический комитет распространил кадры с места проведения. Нейтрализована группа из 8 боевиков. В Ингушетии там спецназ ФСБ блокировал группу вооруженных людей. Теракт в Ингушетии. Взрыв прогремел в станице Орджоникидзевская. В Ингушетии обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой, которые предназначались для крупного теракта. Взрывы, обстрелы, похищение людей, убийства видных общественных, политических и религиозных деятелей. Об этом каждый день из каждого утюга. Я стал очевидцем, когда практически ежедневно у нас убивали сотрудников правоохранительных органов, обстрелы, подрывы, грабежи и так далее. То есть я помню время, когда, например, в Назране и в других населенных пунктах после 19:00, после 18:00 практически не было на улице никого, даже автотранспорта. Время было такое. Да, конечно, безусловно, мы ходили на острие ножа. То есть те представители СМИ, которые непосредственно отрабатывали все эти темы, связанные в том числе и с чрезвычайными происшествиями, которые происходили. То есть мы часто выезжали на место боестолкновения, на место проведения спецопераций, на место задержания правопреступников. И связано это было не с тем, что вот прям мы рвались в бой, да, а дело было, то есть была такая ситуация, когда сложно было получить информацию, например, от официальных источников, от официальных пресс-служб, как это можно сделать сегодня, от официальных руководителей. Часто бывало так, что некоторые структуры, которые проводили специальные мероприятия, они не знали о тех шагах, которые предпринимают их коллеги. То есть можно было позвонить МВД, а они могли не знать, что где-то в селении Сагапши, например, проходит спецоперация по ликвидации участников ВНВР и так далее. И, то есть это сказывалось на нашей работе. Естественно, мы выезжали на места и часто попадали и под пули, бывали непосредственно в эпицентре террористических актов, когда происходили. И я буквально могу на свою память сказать, именно мы все помним трагические события, когда 17 августа 2009 года произошел подрыв у здания Назрановского РОВД. Я находился в 20 метрах от этого здания, когда произошел взрыв. То есть всю эту картину, когда все это происходило, видел своими глазами. Могу, например, привести, мы с моими коллегами из федеральных изданий часто вспоминаем, например, моменты, когда после спецопераций, которые проводились федеральными структурами по ликвидации участников подполья, мы вынуждены были ходить фактически по месту, где эта спецоперация проходила, в участках домового денег, где фактически еще горели пожары, где на полу валялись боеприпасы, неподорванные мины, самодельные взрывные устройства. То есть тогда немножко все это происходило по-другому. Сейчас, конечно, трудно представить, что допустят какого-то журналиста, да, к месту проведения таких мероприятий. Но тогда это достаточно все открыто было, и мы стояли рядом со спецназом, который активно проводил мероприятия. Морально, конечно, морально было тяжело. Несмотря на то, что ты видел это достаточно часто, то есть человеку свойственно ко всему привыкать. То есть если мы видим часто трупы, мы к этому привыкаем, если мы видим оружие, мы к этому тоже привыкаем. Но к убийству человека абсолютно ни к чему не повинному, то есть невозможно привыкнуть. И часто, когда то есть мы узнавали о том, что произошло, и когда узнавали подробности, как это происходило, конечно, бывало морально тяжело. До сих пор, например, в памяти остался момент, когда участковый стоял просто на улице в станице Орджоникидзевской, просто стоял возле светофора. Очередная бандгруппа, которая ехала на автомашине после очередного обстрела сотрудников, увидели его на улице, просто остановились, в упор выстрелили, уехали. Просто так. Только из-за того, что он был в форме. Таким запомнились жителям Ингушетии начала 2000-х годов. Беженцы, высокая безработица, слабая экономика, маленькая, к тому же дотационная Ингушетия держится из последних сил. Старики и женщины подавлены, молодежь в некой растерянности, самые отчаянные уходят в лес. Они то ли не подозревают, что их ждет, то ли настолько жестоки, что готовы убивать. События июня 2004 года этому как подтверждение. В результате ночной вылазки боевиков и нападения на правоохранительные ведомства и силовые структуры десятки погибли и сотни получили тяжелейшие ранения. Несомненно, это был самый тяжелый период в истории ингушских правоохранителей. Что ни день, то происшествие. К этим стрельбам и взрывам где-то рядом, где-то очень близко. К тому времени, кажется, привык каждый житель республики. Как быть, как жить дальше, почему пропадают люди, как осознать, что молодой парень, который запомнился друзьям как верный товарищ, как человек, который всегда был неравнодушным к людским бедам, вдруг сам становится причиной чужих несчастий.
Таких обманувшихся, к счастью, немного. Мы говорим лишь о единицах, но их поступки сильно отразились на эмоциональном состоянии практически всей ингушской молодежи, которой не безразлична судьба своего народа. Если общественно-политическую ситуацию в Ингушетии удавалось контролировать, то криминогенная обстановка накалялась с каждым днем. Казалось, этому не будет конца. Мы хорошо помним начало 2000-х годов, когда в республике и криминогенная обстановка, и, соответственно, как исходящая отсюда общественно-политическая ситуация была крайне напряженная, было связано со многими факторами. Сегодня их можно анализировать, можно говорить, но тем не менее, что очевиден тот факт, что в то время, и многие помнят, что в принципе на улицу выходить после наступления темноты люди многие остерегались или не желали, потому что это могло вылиться в неприятные вещи. Проблема в том, что занимались в основном тогда органы, которые необходимы были задействовать в этом деле, больше занимались фиксацией событий, и это сказывалось на уровне преступности. Можно сравнить это с началом 90-х годов в целом по России, когда разгул преступности был, безвластие и так далее. Здесь фактор тот же самый сыграл в разных пропорциях, но тем не менее ситуация была очень сложная. Сложная тем, что и на общероссийском пространстве СМИ о нас очень много писали именно в негативном плане, потому что материал был, вот материал всегда востребован бывает для СМИ. Как женщина, как мать и как жительница республики, а прежде всего для меня самое важное было о том периоде, о котором вы говорите, да, это стабильность, спокойствие и мирная, абсолютно уверенная жизнь и в завтрашнем дне, в сегодняшнем дне спокойной жизни и уверенность в завтрашнем дне. И чтобы, конечно же, республика, которая тогда, к сожалению, она больше была, имела имидж депрессивной республики, депрессивного региона, понимаете? Потому что сводки шли отсюда очень страшные. Мы, к сожалению, жители республики это видели воочию, а в других регионах смотрели и слушали это, конечно же, тоже, наверное, представляли, какая же в Ингушетии неспокойная жизнь. Но они только это могли слышать по телевидению, а мы жили этой жизнью, мы это видели, мы эту трагедию видели, она разворачивалась на наших глазах. Поэтому безусловно, здесь даже речи быть не может о другом ответе. Для меня важна была стабильность. В октябре 2008 года в Ингушетии происходит смена власти. Депутаты Народного собрания почти единодушно утверждают кандидатуру Юнусбека Евкурова на пост президента республики. Герой России Евкуров, кажется, точно знает, что нужно людям в первую очередь. Им необходимо, чтобы их слышали. Новый президент каждый день проводит сходы граждан во всех селах и городах, изучает ситуацию на месте. Таким образом формировались приоритетные для новой власти задачи, и к их решению уже приступили. Но не прошел и год. Покушение на первое лицо республики к тому времени было уже не первым. Этим пытались запугать и второго президента Ингушетии, но он так и не подал в отставку. Не получилось ничего и с очередным. После ряда операций и реабилитационного курса Юнусбек Евкуров вновь возвращается в Магаз, чтобы продолжить взятый курс. Именно это время и принято считать началом стабилизации и возрождения мира в маленькой Ингушетии. Мы помним 2008 год, когда на встречах с населением высказывалась одна мысль у нового руководителя, к новому руководителю: пожалуйста, наведите порядок, чтобы не было у нас, чтобы преступность снизить. Вот это была проблема, и больше вроде проблемы. Но со временем, когда поняли, что эта проблема уже практически исчерпана в таком виде, в таком масштабе, сегодня появляются новые требования, но это жизнь, никуда не денешься, люди хотят все больше и больше. Поэтому сегодня связано с чем? Во-первых, тогда и в те годы, со второй половины 2010-х годов, допустим, начали акцентировать внимание на то, что нужно не просто бороться с преступностью, но понять причинно-следственную связь. Почему появляется преступность?
Откуда она появилась внезапно? Внезапно ничего не бывает в природе. Поэтому, когда руководство республики вместе со всеми структурами, которые задействованы, стало принимать меры, выяснять причину и работать не просто по следам, не просто постфактум, а начал упреждающие моменты. То есть и это работа, и это профилактика, это общественность привлекает, это стремление увлечь молодежь чем-то, потому что в основном это была прерогатива молодежи, которая вовлекалась в разные группировки. Вот это все слияло. И идеология была, именно развенчание вот тех идей, которые тогда господствовали в обществе в определенном смысле. Это тоже повлияло, поэтому когда уже всем миром как бы набросились на эту проблему, она сегодня уже не такая сильная, не так, хотя это вечная проблема человечества. Но, тем не менее, сегодня уже разительно меняется все. Сегодня в городах у нас спокойно, тихо. Сегодня какой-то ЧП, кроме бытовых, уже редко появляется. Бытовые – это ясное дело. А вот то, что преступления на почве каких-то идеологических, других клерикальных вещей, то это уже исключено практически. Потому что мы сегодня наблюдаем, раньше было день-два, нельзя было прожить без ЧП. Сегодня это в месяц, год раз, я не знаю, статистик точно нет, но, по крайней мере, вот это радует. И я думаю, что вот тот курс, который тогда был взят на то, чтобы все-таки бороться с преступностью не словами и не постфактум, а бороться именно упреждающе и причин общества. Вот это сказалось. Сегодня мы утром встаем уверенные, мы не смотрим в интернет и не ищем, кого же вот этот раз вот ночью кого-то убили. Понимаете? Так было. Это правда. Это было не так давно. А сегодня мы уверены, мы встаем, мы об этом уже почти забыли, имеется в виду, мы занимаемся повседневными заботами, растим детей, учимся, работаем, ходим друг к другу в гости, ходим на мероприятия и вспоминаем об этом только тогда, когда какой-то повод есть. И это самый главный результат. Это очень страшно и тяжело жить в ожидании чего-то плохого. Сегодня мы живем в ожидании хорошего. Мы радуемся. Понимаете, мы живем спокойно. Ну, есть какие-то, может быть, моменты огорчают нас, но это другое, это жизнь, нормальная жизнь. Ходим на похороны, ходим на свадьбы, вот, радуемся, горюем, но это совсем другое. А когда действительно нам приносят сюда страдания, которых не должно быть вообще в принципе, понимаете, не должно быть в человеческом обществе того, что мы пережили. Мы пережили террористические, не просто угрозы, а террористические действия. Сегодня этого нет. Может быть, где-то отдельные проявления, но сегодня этого нет в нашей жизни. Мы сегодня живем нормальной жизнью. Память о тяжелых временах и утратах навсегда остаются с нами. Выстояв тяжелые испытания, Ингушетия идет вперед. Власти республики наконец смогут спокойно сосредоточиться на других важных задачах, таких как развитие образования, медицины, экономики, сохранение культурных ценностей и поддержка молодежи. Некогда горячая точка на карте России, Республика Ингушетия и по сей день остается в центре внимания ведущих средств массовой информации, но теперь это абсолютно другая Ингушетия. Новый энергетический проект в Ингушетии. Строительство электростанций. В Магасе сегодня во Всемирный день защиты детей открыли первый в регионе памятник матери. В Ингушетии открылся первый в республике Ледовый дворец. Олимпийский огонь зажгли в Ингушетии. Чашу разместили на вершине 100-метровой башни Согласия в столице республики Магасе.